Так, ну что, мои дорогие, теперь мы будем делать, значит, рулет из курицы, из куриного фарша, вернее. Тут у меня килограмм куриного фарша. Тут у меня одна такая средняя луковица. Еще ничего не солила, не перчила, ничего. Подготовку не делала, друзья. Просто единственное вот это вот нарезала без вас. Это красный, желтый болгарский перец. Это морковочка с зажарочки. Можно просто вареную. У меня даже и вареная была. Ну ладно. И зеленый горошек замороженный. Так, что теперь дальше? Мы будем добавлять по ходу пьесы. Сегодня хочу сделать не с начинкой. Так вот. Чайной ложечкой. Сейчас. Не с начинкой, а вот так вот. Начинка будет в самом рулете, как бы, да? Так, чайная ложка соли. Соль адыгейская. Так. Черный перец. И добавим ложечку сухого чеснока. Так, соль добавили, все добавили. Теперь мы добавим туда немножечко холодной водички, чуть-чуть. Ну, миллилитров 30, наверное. Так. И сюда же добавим вот это вот все. Ну, я так не взвешивала. Это где-то небольшой перец, если по половинке желтого, половинка красного, горсточка горошка и немножко морковочки. Сейчас все это перемешаем. Так. Все перемешаем. Рулет я тоже буду сейчас же выпекать. Потом мне будет хотя бы первый день немножко легче. А потом на второй, на третий день, как я всегда говорю в роликах последних, можно уже готовить что-то другое. По-другому что-то. Посмотреть, что закончилось. Обычно так и делаю. По мере того, как съедается. Вы можете себе представить, я вспомнила, что я же не заказала нигде торт. Не знаю, будет ли он у меня на столе или нет. Моя подруга из моей группы вроде бы сказала, постараюсь я тебе сделать. Но не знаю. Ну, будет. Не будет, значит, будет. Без тортика будет наш стол. Если не сегодня будет последний день, то завтра, значит, сделаю там что-нибудь. Какой-нибудь. Постараюсь или тортик сделать, или просто вафельки, что-нибудь испечь, чтобы что-то было. А так по ходу посмотрим. По ходу пьесы, да? Так, сейчас без вас отобью хорошенечко. И потом будем закручивать. Так, ну что. И забыла я вам сказать, что нам нужно еще добавить зелень. И зелень я измельчаю вот этой вот таппервэровской измельчителе, блендере, как хотите называйте. Я не знала, что можно... Хорошо она делает зелень. Мне моя подписчица, моя подруга сказала, что зелень тоже хорошо измельчает. И действительно, очень хорошо измельчает зелень. И болгарский перец даже хорошо измельчает. Как-то, можно сказать, кубиком, треугольником таким вот, если нужно. Очень хорошо. Удобная штука. Правда, конечно, она немножко дороговата. Видите? И все готово. Очень острый нож у нее. Так, и если вдруг, да, там у меня были вопросы, где были чаши. Сейчас, минуточку. Девочки, действительно, это не реклама. Я покупаю у одной девочки, у нашей, эту посуду. Если что, вы мне напишите, я вам дам ее номер, свяжитесь с ней. У нее хорошие скидки бывают. Если что, мой номер всегда стоит в описании. Если вас заинтересовало что-то, там несколько человек мне писали, я как-то не успела вам ответить. Вот, я вас свяжу с этой девочкой. Она вам все объяснит, где можно заказать,
как можно заказать. Есть, конечно, много чего ненужного, но есть очень даже много и нужное у них. Ну, как ненужного, я имею в виду не стоящего таких денег. Ну, вот то, что я показываю, мне нравится. Пока эти чаши. Вот, как называлась эта сушилка для зелени этого. Сейчас не помню, как она называется. Тоже хорошая штука. И вот этот вот блендер-измельчитель тоже хорошая штука. Все. Так, теперь дальше. Можно было бы, конечно, охладить. Желательно в холодильнике на минут 20. Но я не буду. Сейчас немножко сбрызнем растительным маслом. Намочим руки. И соберем нашу колбаску. Потом, когда будем запекать, уже перед тем, как вынимать, может быть, смажем чем-нибудь, чтобы той же паприкой с маслом. По ходу посмотрим. Так, и, по-моему, я слишком сюда. Чтобы завязывать было удобнее. Так, и мои дорогие, у меня форс-мажор был сегодня. Мы друг с другом, с дочкой не поняли. Оказывается, мне нужно было сделать еще 10 куриных люля. Сделала, отправила. Вот как-то так. Поэтому задержалась немножко. Так, это значит мой мясной рулет. Ну, я рулет показывала, даже, по-моему, в вчерашнем ролике получается. Все точно так же, немножко горошка положила и все. Теперь завернем. Фольгу положила 2, потому что рвется фольга тонкая. Все. Теперь я для себя рулет делаю, поэтому не в перчатках. Не успела одеть просто. Потихоньку привыкаю я и к перчаткам, если вы уже поняли. Так, сейчас буду делать печеночные
для печеночных тортиков блины. Смазывать пока не буду, торт собирать не буду, потому что неизвестно еще. Все несколько часов осталось, и будет видно. Сегодня последний день мы держим уразу, или все-таки еще завтра нужно держать. Вот всегда бывает немножко вот такая вот непонятка. Ну, у нас все зависит от того, что будет видно луну или не будет видно. Если сегодня выйдет молодая луна, то уже все, это последний день. Но если луны не будет видно, то еще один день будем держать уразу, и уже потом уже точно праздник. Вот так вот. Что-то я с этими люляшками не разнервничала. И куриные, и мясные, оказывается, нужно было. Пришлось отправить мясные люля, которые я для себя приготовила. Теперь снова себе придется их готовить. Последний день, не последний день, но эти два рулета я прожарю. И куриный, и мясной. Ничего с ними не бывает. Прекрасно постоят. Вот так вот. Немножко водички подолью и буду по мере запекания подливать водички. После того, как открою. Сейчас, в принципе, не нужно. Как только откроется, чтобы не высох. На 180 градусов, ну, на час однозначно. Ну, вот где-то час пройдет. Мы их откроем и посмотрим. Сверху корочку делать или дожаривать. А там посмотрим. Так, и мои дорогие, я немножко передержала свои рулеты, потому что я отправляла заказы. Заказы снимать не успела, потому что мне так попалась машина друга моего сына Ибрагима. Он согласился повезти, потому что такси 3 часа не принимали заказ. Понимаете? И пока я заказы собирала, они немножко передержались. Ну, так, в принципе, нормально. Вы знаете, вот кто не пек, не жарил эти рулеты, нужно, чтобы температура внутри, проверяйте вот так вот термометром, была 76-74. Такие термометры можно купить на Валберес. И вы тогда не ошибетесь. Прожарились, не прожарились. Я не буду сверху больше допекать, потому что они у меня пересохнут. Все равно нарезается. И сюда ничего не буду мазать. Пускай будет такой вот белый, он будет красивый. Потом я вам покажу в разрезе. Так, мои дорогие, в спешке с этими отправками заказов я вам вроде бы показала, да, и сказала, что немножко перестоял у меня все-таки рулеты. Но мы сейчас посмотрим, что они из себя представляют в разрезе. Сейчас перчатки надену. Опять перерезала свои разные царапины на руках, порезала руки во многих местах. Особенно, когда мальчики натачивают ножи. Так, обязательно режу. Минуточку. Так. Если бы я не передержала, то было бы намного, как бы, все-таки пересох рулет. Где, интересно, нож? Вот. Был бы намного, побольше. Ну, сейчас посмотрим, что здесь из себя представляет наш рулет. Но он все равно сочный, как видите, в развере. Посмотрите. Хоть я и говорю, что мы передержали его. Видно, по-моему, нет? Что я там пока? Ага, не видно. Что? Сейчас надо камеру поправить.
Ничего не видно. Вот, все. Хорошо. Вот смотрите. Видите, какой сочный. Хоть мы и передержали. Прекрасно режется. Он не растрескался. Вот. Вот такой вот наш рулетик. Вот. Опять надо Ибрашке. Не надо, я уже сказала Ибрагиму. Завтра не будет же выходной, чтобы купил держатель для этого штатива. Потому что, видимо, он у нас сломался. И потихонечку от тяжести айфона, видите, вот потихонечку спускается. Ну вот, все, зафиксировали, что вот такой вот рулет. Но я его положу в рулетницу, чтобы он не высох у нас. И в духовку, и в холодильник. Так, сейчас переложим это уберем. И посмотрим в разрезе этот рулетик наш. Так. Я еще, представляете, не купила. Хотела поехать, но уже раз уж сказали, что праздник не завтра. Не купила еще детям раздавать конфет. Надо будет поехать купить что-нибудь такое интересненькое. Хочется для них взять необычное. Так, ну вот этот тоже в разрезе очень красивый. Сейчас посмотрим, что там видно. Нож не очень острый, но тоже красивый получился. Будет красиво смотреться на столе. Мне кажется. Нормально. Ну, можно еще один сделать из целой курицы. Ну, посмотрим. Может, сделаю, а может, нет. Нормально. Все хорошо. Так, и мои дорогие, вот еще какой у меня предстоит объем работы. И это можете мне поверить на слово. Если поверите, это еще не все. Еще в одном морозильнике есть у меня манты. Я их не принесла, потому что это все разморозится. Вот. Вообще всего здесь должно быть 46 килограмм мант. Так, я вам скажу, 10 килограмм я уже отправила. Значит, 36 килограмм мне нужно еще упаковать. Вот так вот. Просто в кухне жарко. Сразу много приносить боюсь. И вот сейчас быстренько вам отчет покажу. Я не знаю, сколько здесь килограмм. Ну, как я сказала, еще в одном морозильнике у меня стоят. Сейчас быстро их распакую. И сегодня, конечно, не буду отправлять. Завтра уже буду отправлять манты. И осталось у меня еще 3 заморозки тоже. Сегодня не забрали. Клиенты сами не захотели.